Ассаламу алейкум, сахам сарамеххой. Приветствую вас на 8-м выпуске видеоуроков ингушского языка от школы InkEd. За довольно короткий срок мы с вами разобрали немало грамматических тем, что помогут вам не только самим строить диалоги, но и понимать, что вам говорят. Но сегодня у нас на очереди еще более важная тема. Мы поговорим с вами про родственников. Ну, не в смысле, что мы будем их обсуждать, а просто научим вас определять, кто есть кто, и понимать, как это вообще все устроено, и почему, чтобы назвать какого-то родственника, нужно произнести километровую речь, в которой где-то в середине ты точно потеряешься, решишь, что не так уж тебе и нужны эти родственники, и что тебе без них живется неплохо. Ele smoke house. Zeg je? Is de roe? Wat je hoort zo dag. Да, быстро, Он да, сам быстро. еще Хазна, шо может, алды. Алейкум. Mal is hoger. Мал уж дауха. Мал уж заха. يلا. أيوة حوم واشتا. أي ناقة حاش مال از نخ بيو بيو واشتا واتسو كينك. از مو خاتسون. وموك شوي تردمش كينك بي ترول خوي تعرفوسم يعني است بي تردمش أقدمش فردو ساري أحساي جيتار. وتار ده вещи конги вещи ви вот ви ваулнус. Но все же, родственные связи нужно поддерживать, поэтому сегодня я вас научу, как легко можно назвать любого родственника и определить, о ком вам говорят. Давайте приступим. Для начала я расскажу вам, почему в ингушском языке называть какого-то родственника так сложно и почему для этого требуется так много слов. А дело тут в том, что в ингушском языке нет устойчивых фраз по типу дядя, тетя, бабушка, дедушка и так далее. И вы зададите резонный вопрос. А как тогда их называть, если таких слов в ингушском языке нет? Я вам на него отвечу, что в ингушском языке есть своя система, в которой есть как свои плюсы, так и свои минусы. Так в чем же ее плюсы? Достоинство ингушского варианта образования слов, выражающих родство, в том, что каждый родственник определен отдельно, и даже принадлежность к материнской линии или отцовской стороне определять уже не нужно, она заранее определена самой фразой, выражающей этого родственника. А вот минусы такого подхода в том, что количество таких фраз слишком велико, и просто заучить их все задача не из легких. Но на нашем уроке я не собираюсь давать вам огромное количество фраз, чтобы вы их выучили. Я просто знаю, что вы не будете этого делать. Я собираюсь научить вас самих выстраивать родственные цепи. Так, чтобы этому научиться, все, о чем вам нужно владеть, это порядка 7-8 фраз. И все, вы лучшие из всех возможных родственников. Также хотел бы добавить, способ, с помощью которого я собираюсь вас учить, для кого-то может показаться странным и непонятным. Но если вы постараетесь понять его, то вам в будущем будет намного легче. Так вот, начнем. В ингушском языке, как я уже говорил, нельзя просто сказать дядя или тетя или еще кто-то. Чтобы сказать дядя, то ты должен сказать папин брат или же мамин брат. И точно так же с тетей, мамина сестра или папина сестра. То есть ты должен конкретизировать, о ком конкретно ты говоришь, кто бы это ни был. Звучит это сложно, знаю, но на самом деле все довольно просто. Думаю, следует начать с главы любого семейства, с папы. Папа у нас будет «да». А если мы хотим сказать «дядя», папин брат, то есть мы буквально должны сказать «папин брат». Мы знаем, как будет папа «да», и знаем, как будет брат «воша». Получается, нам нужно эти две фразы совместить. Но если мы скажем «да, воша», это будет не совсем верно, а точнее это будет полный бред. Так вот, папа у нас будет «да», а вот папин «дя». Соответственно, мы получаем «дя, воша», папин брат. И по той же самой аналогии мы можем сказать «тетя», папина сестра, «дя, иша», папина сестра. Также у каждого из нас есть по 2 бабушки и 2 дедушки. Как же мы назовем бабушку и дедушку по папиной линии? Бабушка, то есть папина мама, мы скажем «дя нана», папина мама. А дедушка же, то есть папин папа, уже мы назовем «дя-да», папин папа. Все довольно просто. Это также работает, когда речь идет о множественном числе, и вы хотите сказать, например, папины сестры, то уже вы скажете «дя ежери». И идем дальше. Следующая на очереди у нас мама, уже со своей целой родней. Мама у нас будет «нана». Прошу не путать это слово со словом «нани», так как это разные слова. Так вот, мы знаем, как будет мама, но не знаем, как будет мамин. Мамин будет «нян». Например, мамин папа – это уже «нян-да». В
таких предложениях очень важно не запутаться и правильно употребить слова, так как если бы вы сказали не нянда, а, к примеру, дянана, то это уже будет не мамин папа, а папина мама. Поэтому внимательно следите за тем, какое слово вы употребляете. Далее у нас есть также бабушка, то есть мамина мама. И это будет няннана. Все довольно просто, да? Далее мамин брат, то есть ваш дядя. И это будет нян воша. Ну а если это тетя, то есть мамина сестра, то это уже будет нян еша, или же нян ежери, мамины сестры. Теперь перейдем к нашим братьям и разберемся, как же мы будем называть наших племянников или племянниц, а также двоюродных наших братьев и сестер. Так вот, как мы знаем, брат это воша. Но если мы захотим сказать брата, то есть его, то это уже будет вещий. Вещий его – это племянник, то есть сын брата. Или же вещий ее, уже племянница, дочь брата. Теперь хотел бы немножечко усложнить вам задачу, покуда вы уже научились составлять простейшие родственные связи. И сказать папин брат или же сын брата мы научились. А если мы захотим сказать двоюродный брат, что будет значить сын папиного брата, то связь здесь уже немножечко сложнее. Но и тут механика та же самая. Просто вместо двух слов мы скажем три. Вот и все. Сын папиного брата. То есть дя вещий во. Сын папиного брата. И возьмем еще один пример, но уже с двоюродной сестрой по материнской линии. Например, дочь маминого брата. Нян вещий ее. Маминого брата дочь. Или же нян вещий во. Маминого брата сын. Абсолютно ничего сложного в выстраивании цепочек родственных связей нет. Нужно просто запомнить парочку слов, что помогут вам делать это с легкостью. Ну а мы идем дальше и переходим к нашей сестре. Сестра Иша, а вот сестры Иши. Не путать со словом сестры Ежери. Слово Иши просто выражает принадлежность, в отличие от Ежери, что выражает количество. Иши его также приводится как племянник, как и вещи его. Только разница в том, что Иши его – это ваш племянник от сестры, а вещи его – племянник от брата. Как я и говорил, в ингушском языке в отношении родственников идет четкая конкретизация каждого отдельно взятого родственника, где вы точно можете сказать, о ком конкретно идет речь. Но при этом нельзя не сказать о том, что есть пара родственников, для которых есть свое обозначение. Это сыновья или дочери маминой сестры, то есть также двоюродные братья и сестры. Но именно про них мы скажем щуча в единственном числе и шучи в множественном числе. Также интересный момент в том, что определить, говорим мы о брате или о сестре, можно только с помощью глагола to be. То есть, если мы скажем щуча в, это будет сын маминой сестры. Если щуча е, то от дочери маминой сестры. Надеюсь, смысловая нить вами не потеряна, и мы можем перейти к дочерям и сыновьям, чтобы научиться говорить о внуках или внучках. Начнем с сына. Сын это во. А если как бы сына, то есть его, то будет уже ви. То есть ви и его у нас это внук, то есть сын сына. А если же ви и ее, то уже дочь сына, то есть внучка. Я понимаю, что фраза «сын сына» на русском языке звучит довольно странно, но мы должны смириться с большой грамматической разницей ингушского и русского языков, чтобы суметь постичь его. И переходим уже к нашей дочери. Дочь это «ё», а вот дочери – «и». И точно так же составляем наши фразы. «И и ё» – это внучка, это дочь дочери. А вот «и и его» – это внук, это сын дочери. Для того, кто знакомится со всем этим в первый раз, может показаться это что-то все дико сложно и непонятно. Но покуда вы один раз это постигнете, дальше вы уже будете распутывать эти узлы родственных связей в два счета. И можно даже составлять такие фразы, как «дядя, вещи, ви и его», например, что будет означать «сын сына папиного дяди», ну или просто троюродный брат. Звучит довольно странно, безусловно. И до того, как мы закончим сегодняшний урок, хочу рассказать вам еще про кое-каких из наших родственников, которые у кого-то из вас уже есть, а кто-то лишь готовится такими обзавестись. Так вот, это родственники жены и мужей. И если во всех случаях, что мы разобрали выше, слова были похожи друг на друга, как, например, вещи, производные от воша, то в словах с семьями жены и мужа это так не работает. Начнем с семьи жены. Жена – это у нас сесок, а вот семья жены – это уже устцей. Папа жены, то есть тесть, это устда, а теща – это устнан.
и так далее. Уствоша или же устиша. И мы можем перейти к стороне мужа. Муж – это мар, а вот мужа – мяр. И семья мужа, соответственно, это мярцей. Кстати, я хотел бы подметить, что употребляя слово мярцей в речи, помните, что оно находится в множественном числе, и вы скажете мярцей б. И давайте коротко резюмируем то, что мы разобрали с вами сегодня. Сегодня мы с вами научились, как определять наших различных родственников, которых у нас, как и представителей вайнахской национальности, очень-очень много. И я очень надеюсь, что вы усвоили данную тему, и она была для вас интересна. И на этом наш урок окончен, и я, как и всегда, попрошу вас подписаться на Инстаграм ассоциации ГАЛ, а также на мою Инстаграм-страницу English Education, где вы найдете еще много полезной информации. Ну а я с вами прощаюсь и до новых встреч. Ассаламу алейкум, адика хилашин.